Почти 500 домов в Якутске признаны аварийными в прошлом году. Из них снесено всего 84. К нам в редакцию обратились жильцы дома по улице Семена Данилова, который еще не снесли. Почему люди не могут ждать, когда наступит их очередь на расселение, узнала Ульяна Савина. Что делать жильцам аварийного дома, если рядом началось строительство, и тот кусочек земли, который был в их распоряжении, теперь отнят? По словам жителей дома номер 3 по улице Семена Данилова, застройщик захватил их дворовую территорию. Письмо с просьбой провести проверку по факту законности строительства многоквартирного дома и соблюдения застройщиком всех строительных норм было направлено в прокуратуру города Якутска. Гулять совершенно негде. У нас теперь проблема так. Значит, сейчас начинается стройка, вот девятиэтажка. Об этом нас никто, администрация, не предупреждала. Теперь, значит, если вот эта девятиэтажка, вот это ни скорая, ни пожарка не проедет. Белье вешать негде. Гулять с ребятишками, хотя мы говорим, все детям, а у нас, а где все детям-то? Вот одна мусор. Вот с той стороны дорога, с этой стороны дорога, здесь проход всего, и все. Ну как вот дальше жить, не знаю. Правда, не белье повесить детское некуда. Туалет кое-как вот поменяли, хоть в этом году сделали, ничего, считаю. Он был вообще страшным. Качали воду, качаем. Позавчера только выкачали. Мы не только вот дождь проходит, мы сразу ее начинаем выкачивать. Вот правда, что у нас неблагоустроенная квартира. Мы хоть летом ходили мыться сюда, а теперь нам и не помыться хоть летом, ну вообще ничего. А у меня ребенок маленький и холодно. Жильцы самостоятельно пытались получить сведения у застройщика строительной организации «Спецснаб» о наличии разрешения на строительство и других необходимых документов, но так и не получили ответа. На нашу просьбу прокомментировать ситуацию представители «Спецснаб» ответили, что все необходимые документы у них есть, но официальный комментарий они дадут только после решения прокуратуры. Прокуратура города Якутска, в свою очередь, направила коллективное обращение жителей в Управление государственного строительного и жилищного надзора и отдел надзорной деятельности и профилактические работы. В соответствии с 232 федеральным законом от 12 декабря 2006 года внесение изменений в градостроительный кодекс и отдельные законодательные акты Российской Федерации органы пожарного надзора с 1 января 2007 года не принимают участие в работе комиссии по выбору площадок, трасс строительства, а также комиссии по приемку завершенных реконструкций объектов. После получения разрешения ввод в эксплуатацию объекта органами государственного пожарного надзора будут проведены мероприятия по надзору в соответствии с 294 федеральным законом. Жильцов беспокоит и тот факт, что дом, который был признан аварийным в 2019 году, из-за проводимых строительных работ начинает разрушаться прямо на глазах. Напомним, что снос и расселение осуществляется по 2 программам, и всего в Якутске до 2018 года должны быть снесены 238 домов. Но речь идет только о тех домах, которые были признаны аварийными только до 1 января 2012 года. Ну а дом номер 3 по Семена Данилова был признан таковым только в марте. Наша редакция продолжает следить за ходом событий и так же, как жильцы с улицы Данилова, ждет ответа соответствующих инстанций. Ульяна Савина, Иван Семенов, Батый Горохов, НВК Саха, Якутск.